Еще несколько лет назад Любовь Тутринова даже не предполагала, что станет бизнесменом, а уже сегодня делится опытом с начинающими. Предприниматель из Выльгорода открыла частный детский сад. Идея пришла в декрете, когда она лично узнала, что такое нехватка мест в дошкольных учреждениях. Тогда же услышала о проекте «Народный бюджет» и решила рискнуть. Здесь нужно заручиться поддержкой жителей. Что, в принципе, я и сделала. Я просто вышла на улицу, заходила в магазины, в аптеки, заходила везде, где могут быть мамы с маленькими детьми, рассказывала про свою идею. Меня все поддерживали, подписывались. Я так собрала буквально там за, наверное, 3 дня больше 300 голосов. Вот, оформила заявку и уже ждала результатов. Вот, когда мой проект был поддержан, то есть я получила 572 тысячи на ремонт помещения. И 1 сентября прошлого года мы смогли открыть уже первое помещение, то есть группу по присмотру за детьми. Хотя рисковать особенно не пришлось. Из своих средств Любовь потратила сначала всего чуть больше 100 тысяч. Остальное – деньги государственные. Пришлось, правда, побегать по инстанциям, чтобы отчитаться о проделанной работе. Зато итог – 6 рабочих мест и первая группа малышей, которую выпустили еще в декабре. А вот Михаил Нетеса пока рассчитывал только на себя. Его квест-пространство уже 4 года, и проект развивается. Спрос внушительный. Это актуально, это популярно, и это людям интересно. И этого людям как раз не хватает. Не просто же, говорю, квесты, которые вот просто пришли, вас закрыли, спрятали, и вам нужно выбраться. И фирмы обращаются, администрация города, как бы вот в прошлом году, говорю, делали вот велоквест как раз городской, общемасштабный такой. Михаил признается, инициативное бюджетирование заинтересовало. Он планирует запустить обучающий проект для школьников. И здесь поддержка со стороны была бы кстати. А работает такая схема очень просто. 20% от стоимости проекта предприниматель закладывает как гарантийный взнос. Остальное ложится на плечи муниципалитета и республики. Эта технология, можно сказать, такие достаточно семимильными шагами идет вперед. Я расскажу несколько цифр. В 2015 году 26 субъектов, 26 регионов только реализовали данную технологию. Ну, в том числе и Коми у нас было. Если помните, сначала малые проекты были, ТОС, теперь инициативное бюджетирование. На сегодняшний момент, в 2018 году уже 50 субъектов реализуют данную программу. Если раньше был вклад в районе 3-4 миллиардов рублей, сегодня говорится о 10 миллиардов рублей. В целом это количество проектов, которые реализуются по стране. Комфортная городская среда, городские легенды, народный бюджет, устойчивое развитие сельских территорий. Все эти программы работали по типу инициативного бюджетирования. Остальные в основном социальные, а реализуются чаще всего на селе. Заинтересованность, я скажу, что у них намного выше, потому что, как правило, люди с районов, с муниципальных образований, они более заинтересованы в подобных формах поддержки, потому что почему-то вот в городских округах считается, что это все как-то, либо нереально, либо я пойду сам, вот, самостоятельно там всего добьюсь. А есть на сегодняшний день вот подобные механизмы, которые действительно ускоряют процесс развития бизнеса и в том числе помогают развиваться муниципальным образованием. Участникам семинара напомнили, помочь в начинаниях им всегда готовы. Центр поддержки предпринимательства «Шонды» работает с февраля этого года. Позади больше 700 консультаций. Центр работает на предпринимателей республики. Тот, кто начинает свою деятельность, на действующих предпринимателей. Это мы, конечно, их развиваем. Это различные мастер-классы, тренинги проходят, повышаем их уровни, потому что все-таки сейчас выдержать тот кризис, который у нас есть, мы должны обладать определенными навыками и способностями. Главное, здесь помогают правильно написать проект. Это, пожалуй, самая сложная задача. Содействовать предпринимателям теперь будет и общественный совет, который создадут по итогам форума. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.